Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение, уважаемые телезрители. В эти дни весь мусульманский мир находится в ожидании великого праздника Курбан-Байрам, праздника жертвоприношения. В исламе есть два главных религиозных праздника. Один из них связан с окончанием поста в священный месяц Рамадан, и этот праздник называется Ураза-Байрам. Второй связан с окончанием паломничества в священную Мекку, с окончанием хаджа. И этот праздник называется Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. В этот день верующие приходят в мечети для того, чтобы вознести хвалу Всевышнему Творцу. А после молитвы, после праздничной проповеди идут для того, чтобы принести в жертву жертвенных животных. Жертва приносится в память о величайшем подвиге пророка Ибрагима и его сына Исмаила. Именно в память о тех великих событиях, которые случились в жизни этих двух людей, и по сей день, на протяжении уже многих столетий, верующие приносят в жертву жертвенных животных. О жертве пророка Ибрагима говорится в 37-й суре Священного Корана. Правда, там не уточняется, кого из своих сыновей он должен был принести в жертву, Исмаила или Исхака. И первое столетие мусульманские богословы спорили на эту тему. Но потом в исламской традиции утвердилась идея, что именно речь шла об Исмаиле. Как-то однажды пророк Ибрагим увидел сон, в котором он приносит в жертву своего родного сына Исмаила. И тогда поутру он долго колебался, что это было за видение, от Бога или сатаны. Но после того, как он убедился в том, что это действительно такой приказ пришел от его Господа, он велел своему сыну взять веревки, взять ножик и отправиться в окрестности Мекки. По пути Ибрагима, Исмаила, встретил старец, который стал беседовать наедине с Исмаилом и пытался его отвратить от этого события. Он его спросил: знаешь ли ты, куда ведет тебя отец? Нет, говорит, мы будем приносить жертву. А ты знаешь, кто будет жертвой? Я, говорит, не знаю. Так это ты сам. И тогда Исмаил лишь спросил: от кого исходит это повеление? От Всевышнего Творца или же отец по своему усмотрению приносит такую жертву? По благоразумению твоего Господа, сказал ему сатана. И трижды он пытался его совратить с этого пути, но Исмаил его трижды прогонял. И вот паломники во время хаджа воспроизводят эту картину символическим побиванием камнями сатаны. То есть специальные столбы бросают камушки, символизируя, вспоминая то, как Исмаил отгонял от себя искушающую сатану. Когда в долине Мина Ибрагим с Исмаилом пришли на место заклания, на место жертвоприношения, Исмаил лишь попросил своего отца об одном: не завязывать ему руки и ноги, дабы ангелы не подумали, что его охватило малодушие, и положить его лицом вниз, дабы отца Ибрагима не охватила слабость во время этого обряда жертвоприношения. И вот самый последний момент, когда оба пророка, оба этих два великих человека проявили свою покорность, величайшее стремление исполнить волю Творца, в тот самый последний момент, когда Ибрагим занес было нож над своим родным сыном, в этот момент раздался глас с небес: «О Ибрагим, ты исполнил веленное тебе, и вместо этого мы повелеваем тебе принести в жертву жертвенного барашка». Всевышний отказался принимать такую тяжелую жертву Ибрагима, потому что здесь на кону была человеческая жизнь, на кону была человеческая кровь. Всевышнему не нужна пролитие человеческой крови, и вместо этого он предписал Ибрагиму и Исмаилу принести в жертву жертвенного барашка. И вот в память об этом событии на протяжении столетий мусульмане в Курбан-Байрам, в праздник жертвоприношения, приносят жертвенных животных, приносят жертвенных барашков, напоминая о том, что никогда человеческая кровь не должна быть пролита, и напоминая о том, что каждый из нас должен быть готов к величайшей преданности воле Творца и ради высших идеалов готов пожертвовать чем-то значимым для себя. Идея жертвы в глубоком смысле, очень важна для религиозной жизни каждого верующего. Сегодня, к сожалению, это понятие изживается из жизни многих людей. Сегодня мы строим исключительно торгашские отношения по принципу «ты мне, я тебе». В то время как верующий человек, он должен быть готовым всегда
принести жертву во всех смыслах этого слова ради высших идеалов, ради ближнего, ради тех людей, кто нуждается в его помощи. И праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, это как раз напоминание о том, что в нашей жизни должна быть жертва, должно быть жертвоприношение во имя ближнего и во имя высоких идеалов. Когда во время праздника приносят жертву жертвенных животных, их мясо делится на 3 части. Используя первую часть, хозяин дома накрывает праздничный стол и угощает своих близких, своих соседей. Вторую часть мяса он раздает бедным и нуждающимся. И третью часть мяса он оставляет себе. Вот это то, как делится жертвенное мясо, повествует о другой главной идее ислама – разумного равновесия. Дело в том, что каждый человек, безусловно, он должен жертвовать, он должен служить людям, но он никогда не должен забывать и самого себя, и никогда не должен забывать своих близких людей, своих родственников, тех, кто приходит в его дом, и тех, кто составляет его ближайшее окружение. Разумное равновесие – именно то, о чем нам напоминает священный праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. У праздника Курбан-Байрам есть одна небольшая особенность. Если во время праздника Ураза-Байрам, праздника, связанного с окончанием поста, верующим еще до молитвы предписывается что-то покушать, дабы подчеркнуть, что в этот день человек не постится, то во время Курбан-Байрам, напротив, до молитвы предписывается ничего не есть, дабы после молитвы первой едой, которая окажется во рту верующего, стало бы мясо жертвенных животных. И чтобы через это верующий смог снискать благодать этого дня и благодать этого праздника. Праздник Курбан-Байрам – это действительно великий праздник, который напоминает нам о великом подвиге великих людей, призывает нам вернуть в свою жизнь идею жертвы ради ближнего и ради высоких идеалов. И хочется пожелать, чтобы каждый из нас осознал те уроки, которые смог извлечь для себя пророк Ибрахим и пророк Исмаил, и чтобы каждый из нас мог жить в соответствии с теми высокими идеалами, которые они проповедовали в своей жизни. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.